Да, добрый день. Ну, Сергей Штода, еще раз, это Владислав Шведович, мы с вами говорили недавно про колькасць лічбаў ваших падпісантаў, а пасля я паглядзеў, што ў адмінцы з аккаунта зарэгістраванага на ваш нумар ідуць каменты пра аўтара статьи з абразамі. Вось я хотел спытаць, як мы будем вырашаць гэта пытанне, што вы хочаце звярнуцца ў суд ці выкласці гэта ў публічны доступ, скриншоты, ці можа нейкі інакш, ці можа вы хочаце выбачыцца? подождите, это я закрыл, закрыл все, чтобы... Да, правильно, закрывайте. Да. Так что вы, зачем вы гадости пишете? Глядзіце, я паглядзеў, што проста ад карыстальніка Штода Сергей, якога завуць, які піша каментары, паступаюць даволі непрыгожыя абразы, у тым ліку з парушэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Ну, я бачу, што гэты аккаунт зарэгістраваны на ваш нумар. Ну, так вось, я хочу спытаць. Цяпер вы, хочаце, каб я пайшоў у суд і падаў на вас? Ну. Да, я написал, что автор статьи Если да, это я написали, бачу. значит вы есть. Ага, я записываю размову. Можете сходить, да, можете сходить в суд или куда-нибудь еще. Просто вот для чего вы так пишете, для чего вы такую херню пишете? Это не действительно то, что вы там понаписывали. То, что я понаписывал, было записано подчас нашей размовы с вами, вы ведаете, что размова записывается. Так а с чего вы взяли, что... Зачем вы пишете, обязательно указываете, что это нарушение законодательства? Для чего? А что, это не порушение законодательства, по-вашему? Ну, хотя бы и порушение. Для чего вы это озвучили? А что, не треба это озвучивать? Как читач ведал, что вы подманиваете людей. Вы, что вы порушаете. Вы, может, думаете, что нас снимут за это с гонки с этой предвыборов, да? Я понятия не понимаю. Ну, так написали, но благодаря вам сейчас вот будут журналисты другие звонить, а я вот говорю, что благодаря нашей Ниве, вот вас и так мало кто читает. Вот, что, вы популярны какие-то? Нет, вообще какая-то туфта ваша, вот эта наша Нива, вот туфта. Чтобы вам не соромно на вас... Вам не соромно на вас, что вы подманиваете людей? Про это подписи? А в чем мы подманываем? В чем? Ну, вы замест своих сборщиков, яких 147 человек, отправляете неких 2500 неведомых схемщиков, а после обвиняете меня, что я про это пишу. А чему про это нельзя писать? Это по-перше. Так а зачем про это писать? Про это не треба писать. Когда Рыня Кисель в курсе, это я вам порекомендовала, или это чисто ваши методы? Цікаво. У тебя просто с головой как будто проблемы. Ну, не у тебя, а у вас, по-перше, это другое. Что будем робить с комментариями, глядите? Мне вернуться в суд и выкласть их в публичный доступ? Ты что, я? Можешь сходить в суд, но я юристов отправлю все равно, чтобы вашу Ниву чуть-чуть на деньги поставили. Окей. Так не хочете выбачиться, может быть? Ты дурак, что ли, выбачиться? Ты сам удали статью или подкорректируй. Ты веди себя как нормальный журналист, а не как припи***ник. Так если вы разумеете, что вы зараз под запись протягиваете меня образать и лайком матом. Ну, это как минимум административный артикул. Иди заторпедируйте вот этот административный кодекс в шоколадный глаз. Понял? Что вельми смешно. Скажите, а кто вас выховывал? Что кто? Кто вас выховывал, скажите? Что такое выховывал? Воспитывал вас кто? Воспитывал. И, может быть, вы сидели? Это уже точно не твое дело, кто меня там воспитывал и так далее. Вот кто тебя воспитывал, вот для чего, что у тебя не существует такого мужского какого-то, вообще мужского какого-то лица, что ли? Зачем ты хуйню пишешь? Чтобы я мушу подманывать читача, потому что я мужчина, и вы мужчина? Какой читач? 15 человек, ты там читачей. Ну, по-перше, вы себя поводите не как мужчина, это раз, по-моему. А наоборот. Я не веду. Ну, ты себя не по-мужски ведешь. Это что-то сказал про именно как есть, что у нас, да, это там небольшая инициативная группа, но у нас другие люди занимались сбором подписей, а ты быстрее схватился, вот, у них там порушение законодательства. Ну и что, написал ты думаешь, кто-то обращает внимание на вашу
это наша Нива, какая-то. Ну вы ж слушали, я ну какие у понимаю, вас это- больше подписи? У вас же пикетов нема, ничего нема. Ну вы же просто слушайте меня. Ты знаешь, я же тебе сказал, я тебе запрещаю опубликовывать вообще какую-то либо информацию с моей фамилией. А сейчас я отправлю юристов, они будут тормошить вас на нашу Ниву, вдоль и поперек, понимаешь? Ну, по-перше, я чекаю з нетерпінням ваших юристів. По-друге, глядите, ви ж схлусили про все на свете, про 108 тысяч собраних, по-моему, вы схлусили. Потому что, ну, ниводного пикета не было. Какие 108 Ты тысяч? считаешь... А потом ще пишете мне, як школьник покривджений. Ні, я просто не розумію, чому ви, дорослий чоловік, пишете мені у адмінку, як покривджений школьник, матерні коменти. Ну, хоть у Бога. Ну, ось ви можете, я кажу, що писати, як покривджений школьник, матерні коменти, це доволі убого, вам не здається? Ви ж лічите себе мужчина, я так розумію. Не зрозуміло, правда, чому, Нет, але... я сейчас, ну так я тебе написал по-мужски, я тебе сказал, что ты автор статьи, и я от этих слов не отказываюсь. Ты вот реально, ты себя ведешь как ни один журналист тебя так не ведет. Ты себя ведешь как мышь какая-то, серогорбая, понимаешь? Вот так из тихоря что-то взял, ему сказали что-то по телефону, взял, быстренько написал. Ты понял? Я вас попередил, что я буду публиковать эту информацию. Ну, Я вас попередил, что записывается размова, як и это. Публикуй, сходи себе на память себе напиши, что ты просто, что тебя считают долбом. Ты вот просто реально долбом. И у тебя ничего мужского нет, и не будет, потому что ты долбом. Потому что пишешь всякую хуйню. Цікаво, а Спадар Кисель, вас не буде соромно за ваше поводіння як керівника ініціативної групи? Що ви поводите себе як гопник? Ты реально дурной такой. Обратись в новинки, пусть тебя там чуть-чуть пролечит немного. Добре, слухайте, вельми подобається мені тон і, скажімо так, керунок нашої розмови. Ще, може, хочете виказатися? Обратись на Бехтерева, там тебе окажут небольшую помощь. Окей, як скажете. Ну, добре, хорошо, приємно мати з вами справи, всього доброго. Подкорректируй